Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вам завидует? Ну и чему, собственно, люди завидуют? Если тема вам интересна, важна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Спросите просто, кто мне завидует и почему люди мне завидуют, либо чему конкретно люди завидуют. Ну, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Знаете, прям глаза разбегаются, я даже не знаю, с кого начать. А я-то думала, здесь покажет там одного человека, ну максимум двух. А тут просто вот набор, понимаете, набор. Выбирай, не глядя. Боже, я просто в шоке. Для меня уже неожиданно. Возможно, эту отсыпочку посмотрит разное количество людей, да, много разных людей. А возможно, вы настолько яркая личность, настолько уникальный человек, что просто нет равнодушных по отношению к вам, да. И очень много людей в разных сферах жизни, каждый по-своему вам завидует. Да, здесь разные формы зависти вышли. Есть и зависть хорошая, да, вот когда с вас пример берут, да, когда на вас равняются, когда хотят вас наследовать. И также есть зависть очень отвратительная, которая граничит просто уже с желчью, с ненавистью. Я буду вам сейчас этих персонажей перечислять, а вы уж там сами для себя определяйтесь, ваше или нет. Смотрите, здесь мне показывают чьего-то мужа. Муж — это не чужой человек, это муж. Чей-то муж. Мужчина, который страшно завидует вашим интеллектуальным способностям. Вы умная, вы сообразительная, у вас высокий IQ, да, у вас развитый интеллект. Вы дружите с логикой, вы стратег, вы тактик, вы можете просчитывать там многоходовочки, да, и ваши прогнозы, они всегда сбываются. И вот ваш муж, живя с вами там долгую жизнь, а он смотрит на вас и думает: ё-моё, ну как же так, да? Ну как же так? Ну почему? Почему она такая умная? Почему мне этого не дано? Он честно пытался у вас учиться, он честно пытался идти вашим путем, но ему не дано, вам дано. Он тут и завидует, и переживает, и периодически очень сильно напрягается. Вы женщина, которую нельзя обмануть, которая вот прям насквозь видит. Его это, конечно, пугает, настораживает, но и опять же завораживает, да, потому что так, как вы, никто другой не может. Вы должны знать, что ваш муж вам завидует, и он хотел бы быть таким, как вы, он бы готов был что угодно отдать, лишь бы иметь такой интеллект, как у вас. Но и с другой стороны, он вас побаивается, потому что ваш интеллект, ваша интуиция, она граничит с экстрасенсорикой, с ясновидением. И на его взгляд вы чуточку ведьма, да, может быть даже и не чуточку. Вот, он и боится, и восхищается, и завидует. Завидует, потому что он так не может. Он хотел бы, но он не может. Но опять же, с вами сложно жить. От вас ничего нельзя утаить. А для него это напряг, понимаете? Он понимает, что нет секрета. Я не могу от нее что-то держать в секрете. Она все узнает, она все поймет, она меня прочитает. Вот, прочитает и все. Вот такая вы. И еще вы должны знать, что он вами хвастается. Хвастается, не знаю, перед другими мужиками, либо хвастается даже перед родственниками. Говорит: а вот моя жена, она всем жена, да, она все знает, она все наперед знает. И ее прогнозы всегда сбываются.
То есть здесь какая-то вот прям смесь зависти, восхищения, удивления и страха перед вами, да, правда, немножко вас побаивается. Дальше показывают женщину, то ли родственница, то ли подруга. Женщина, у которой ребенок есть, либо дети, но мужчины я рядом с ней не вижу. И эта женщина очень сильно завидует вашим внешним данным. Она считает вас очень красивой, она видит, как на вас смотрят мужчины, и она такая думает, блин, ну вот почему, да, почему у нее есть такая красота, почему у нее есть изюминка, почему она такая харизматичная, почему она такая манка, почему у нее такая сильная сексуальная энергия, а у меня нет. Да? Вот я тут и крашусь, и наряжаюсь, и за модой слежу, и я такая вот с мужчинами доступная, скажем так, ну мягко скажем, а вот они со мной не хотят, а вот все на нее, ну типа на вас смотрят, да. И, возможно, даже были случаи, когда она вас знакомила со своими хахалями, и эти хахали, ну, просто моментом переключались на вас. Даже если вы не свободны, даже если вы были рядом с мужем, все равно эти хахали пытались за вами ухаживать. Вот. В такие моменты она вас просто ненавидела, она вас винила в своих несчастьях, в том, что у нее такая несчастливая личная жизнь. Но, с другой стороны, все-таки человек, она не пропащий, головой она понимает, что все-таки, да, вы ни при чем, и, ну, вы такая вот есть, да, вы красавица, вы умница, вы такой рождены, а ей это не дано. Вот. Что меня напрягает, лично вот такой звоночек, да, есть маркер, что эта женщина с возрастом, она все будет злее и злее становиться, да, у нее характер портится с возрастом. Конечно, у нас у всех с возрастом портится, но у нее прям как-то слишком быстро. И пока вы еще с ней в хороших отношениях, но дальше все будет хуже и хуже становиться. Она уже будет неприкрыто вам завидовать и прям в лицо вам говорить, да, что вот я там такая несчастная, одинокая, а вот ты там мужиками перебираешь, они тра-та-та, да, и в таком ключе. Вот, это ваша подруга, либо ваша родственница, кто живет с ребенком, либо с детьми, мужа у нее нет, и никак не может наладить личную жизнь. Но я вам так скажу, она свое счастье уже упустила, она что-то очень перебирала, выбирала, хорошего мужчину от себя отпугнула, а теперь, что попало, к ней приходит. Вот. Но так иногда бывает. Да? Можно упустить свой шанс жизни на счастье, потом уже счастливо никогда не быть. Это именно то, что произошло с этой женщиной. Но она так этого и не поняла, и даже если вы об этом говорили, и, скорее всего, говорили не раз, она просто не стала слушать. Она отмахивается, говорит, тебе меня не понять. Ты красавица, типа, а я чудовище, поэтому я и несчастливая. Мне бы твою внешность, да, мне бы твою мордашку, я бы точно была бы замужем. Хотя на самом деле, ну, тут немножко другой момент показан. Вот. Вы с ней, пожалуйста, будьте поосторожнее и не делитесь слишком личной информацией. Иначе она может эту информацию из злобы, из желчи, из зависти, ну, всем распространить, да, либо на всех распространить. И будет очень неприятно. Вот. Здесь нужно думать наперед и себя немножко подстраховывать. Да, вы можете с ней продолжать общаться, да, вы можете с ней дружить, но личные тайны, секретики не выдавайте. Иначе можно ждать чего угодно. С ней дружить, знаете, как на пороховой бочке сидеть. Вот. Но, в принципе, обвинить, в чем вы ее обвините? В том, что она вам завидует вашей красоте. Но это такое странное обвинение, да? Характер у нее будет дальше портиться. Дальше работу чью-то показывают. Работу, где вы как белая ворона, да, как свой среди чужих, да. Вы очень сильно отличаетесь от коллектива, и вы очень сильно отличаетесь даже от руководства, да, от руководящего звена. Вы очень грамотный человек, вы знаете свою работу, вы умеете работать, вы никого ничего не боитесь, вы в себе уверены, вы постоянно развиваетесь, вы постоянно улучшаете себя. Вы способны, не знаю, всех их заменить, причем разом, да. То есть, если все люди не выйдут на работу, а выйдете только вы, никто этого не заметит, да, потому что вы сможете всех заменить. Вы способны выполнять любую работу, вы в любой работе очень быстро можете разобраться. И у кого-то из вас так и отыграет, что вы гораздо профессиональнее и грамотнее, чем ваши руководители. Люди это видят, люди это замечают, люди этого боятся, понимаете? Это страшно. Страшно знать, что тебя могут подсидеть. Страшно знать, что ты глупее, чем кто-то, кто ниже тебя по должности.
Вот. Это, конечно, стресс. Для ваших руководителей, для ваших коллег это большой стресс работать вместе с вами. Но с другой стороны, если бы эти люди были более-менее вменяемые, с головой, как говорится, дружили, то они бы у вас учились, они бы брали с вас пример, они бы также совершенствовались, как вы, развивались, читали, обучались, интересовались в конце концов. Опять же, вас просили обучить, там, поделиться опытом, поделиться какими-то секретиками, знаниями, да, мастерством. Они бы этим занимались. Но они идут другим путем. Они идут путем сплетен, осуждения, обсуждения. Да? Вы, кстати, любимая тема у себя на работе. О вас любят все поговорить. От рядовых коллег, заканчивая там руководителями. Да? Вы персона номер один, самый важный человек. Все про вас говорят, все про вас знают и все про вас говорят. И даже не сомневайтесь. Вам просто, наверное, не повезло, вы попали в очень дурную компанию, либо в очень дурной коллективчик, такой, знаете, смердящий коллективчик. Вам бы в хорошую компанию, и вы бы очень быстро добились высокой должности, сделали бы шикарную карьеру и занимались бы своей работой, и никто бы вам не создавал проблемы и не ставил бы палки в колеса. Вот это четко показано. На работе сплошная зависть. И то же самое, если вы занимаетесь своим делом, ведете свой бизнес, знаете, что у вас очень много завистников. Завистники – это конкуренты, это те, кто уже в сфере, да, уже занимаются работой, и те, кто только пытается, да, войти в эту сферу, пытаются только наладить свою работу. На вас смотрят как на икону, да, вы как образец. Но с другой стороны, каждый хочет оправдать свои неудачи вашими успехами. Ну, типа, вы нечестно работаете, вы там всех подкупили, вы там сделали что-то такое, что людей загипнотизировало, да, и теперь все люди идут к вам, а к вашим конкурентам не идут, да, вот в таком ключе. С вами борются, вас пытаются уничтожить. Я не хочу, чтобы вы пугались, но здесь вот явно были какие-то попытки сделать вам порчу. Но вы это удачно избежали, вы это обошли, и это от вас отлетело. Ну, потому что вы человек чистый, честный, все делаете правильно. И таких людей небеса берегут. И еще мне кажется, что вы в рубашке родились. Вот. Хотя одно другое не исключает, но тем не менее. Были попытки именно вот так нечестно с вами бороться. Очень неудачные попытки, хотя вы могли ощущать, да, что что-то в воздухе летает. Тем не менее, оно не сработало так, как было послано. Вот. Люди вместо того, чтобы честно работать, да, занимаются всякой хренью, начинают завидовать и делать вот такие гадости. Не обращайте внимания, вы недостижимы для своих конкурентов. Ваш путь, он правильный, и он все больше и больше расширяется. Да, вот как если мы посмотрим на рог изобилия, да, он сначала узенький, а потом начинает расширяться. Так и у вас. Ваш путь, он и успешный, и он становится все шире и шире, все больше и больше. Главное, не берите дурное в голову, делайте то, что делаете, и поверьте, ваш успех никто у вас не заберет. Так, здесь показывают женщину старше вас по возрасту. Женщина очень похожа на, если честно, свекровь. Свекровь действующую, либо свекровь бывшую. Может быть, даже перспективную у кого-то отыграется. Ваша свекровь вам завидует, потому что вы очень классно ухаживаете за ее сыном. Вы для него делаете там на кухне шедевры, вы идеально гладите ему рубашечки, там, да, он весь чистенький, настиранный, приятный, от него хорошо пахнет, накормленный, там щечки розовые, пузико, да, начинает проступать от вашей вкусной еды, такой весь холеный, залюбленный. Вот. И эта женщина, она завидует вам, потому что у вас дома все чисто, все на своих местах, все идеально. У вас всегда вкусно пахнет, у вас всегда все готово. И как бы много вы ни работали, вы всегда все успеваете. Вот она так не может. И очень часто этот ее сын, получается ваш муж, он ей говорит о том, что у вас все очень вкусно, о том, что вы идеальная хозяйка, о том, что я хочу домой, да, потому что дома хорошо, я отдыхаю, мне дома максимально комфортно, о том, что вы заботливая. И вот она прям бесится, когда она это слышит. Здесь и ревность, да, материнская ревность просматривается, и также зависть, потому что она не такая, она не хозяйка. Либо она хозяйка, такое, знаете, с натяжением, можно только сказать.
хозяйка с кучерявыми руками, так еще тоже можно сказать. Вот. Ну и тут, понятно, да, и ревность, и зависть, и все это смешивается. На самом деле, я говорю со смехом, но это очень грустно, потому что если это действующая ваша свекровь, да, вам еще с ней жить, общаться, все-таки это родственные связи. И надо как-то это учитывать. Здесь вам нужно подумать, либо поговорить со своим супругом, да, чтобы он меньше вас расхваливал перед своей мамой. Пусть он немножечко упростит свои высказывания в вашу сторону. Это на благо семьи пойдет, да, в семье не будет раскола, либо тот раскол, который уже случился, он начнет сокращаться, да, он начнет уменьшаться. То есть поговорите с ним, пусть он либо не говорит о вас, либо пусть он говорит, что у вас, ну, все как всегда, да, у вас какие-то там обычные вещи происходят. Пусть он не хвалит, не расхваливает. Скажите ему, что такими словами ты делаешь больно своей маме. И твоя мама начинает негативно относиться ко мне, да. Зачем это нужно? Пусть он лучше говорит, что именно у мамы самое вкусное, самое лучшее, самое приятное. Пусть поддержит ее самолюбие, тем самым отведет вот эту тень беды с вашей головы, да, либо тень беды с вашей семьи. Но это на благо точно пойдет. Тут, понимаете, если бы не ревность, может быть, как-то все бы это можно было обойти. Но ревность, конечно, здесь еще сумасшедшая идет. Тут прям она вас как соперницу воспринимает, понимаете? Это прозвучит странно, но вот как-то в таком ключе здесь показано. И даже если это ваша бывшая свекровь, ну поверьте, она вам очень завидовала тому, какая вы хозяйственная, завидовала, как приятно, уютно в вашем доме, завидовала тому, как отзывался у вас ее сын. Поверьте, он много говорил о вас, и он говорил правду. Вот ей это было неприятно. Скорее всего, она засранка, может быть, и там дочь у нее такая же, они вот прям завидовали тому, какая вы умница, да, рукодельница. Кстати, по поводу рукоделия, вот здесь явно на эту отсыпочку зашли девушки, женщины, которые что-то делают руками. Шьете, вышиваете, вяжете, может быть, вы создаете какие-то шедевры, да, из каких-то материалов, там лепка, может, это квиллинг, может быть, не знаю, макраме, что-то делаете руками, что-то авторское, ни на что не похожее, и вы где-то это выставляете, может быть, в соцсетях, может быть, вы участвуете в каких-то, ну, допустим, кружках, да, по интересам, где вы приносите свои работы. Может быть, вы участвуете в каких-то конкурсах, где выставляете свои работы. Здесь завидуют вашим рукам. Если в последнее время вы заметили, что у вас какие-то царапки на руках, у вас какие-то травмы, там синячки, ломаются ногти, да, ни с того ни с сего, то это все из-за зависти. Завидуют именно вашим рукам. Вам обязательно нужно носить оберег. Оберег вы можете и приобрести, можете сделать себе сами, но это нужно делать обязательно. То, что вы делаете, это шедеврально. Никто повторить не может. Да, люди пытаются, но у них не получается. Потому что у вас к этому талант. Понятно, что люди ограниченные, они начинают завидовать. Да? Люди просвещенные, одухотворенные, они восхищаются. Они восторгаются вашими шедеврами, а люди примитивные, ограниченные, они начинают завидовать. Вот. Глаза могут быть червивые, и от этого негатив ложится на ваши руки. Берегите себя, пользуйтесь оберегами. И если есть возможность, в храме приобретите освященное масло. И хотя бы раз в неделю этим маслом мажьте свои руки. Да, это тоже будет здорово вам помогать. Так, еще показывают чьих-то соседей. Соседи, семья соседей. Они завидуют вашей жилплощади. Может быть, там кубатуре завидуют, да, что у вас там чуть-чуть больше, да, либо что у вас там сторона солнечная, либо что у вас там, не знаю, ремонт лучше. Вот чему-то они завидуют страшно. Они об этом каждый день думают, они об этом каждый день говорят. У них вот это чувство антипатии к вам, оно все сильнее и сильнее с каждым днем. Ну, здесь люди явно больные, и ну, тут диагноз, да, тут уже даже не зависть, а тут диагноз, да, скорее всего, какие-то шизофреники
шизофрения, которая развивается, а может быть еще что похуже у них там развивается. Вот. Вы думаете, почему люди сквозь зубы со мной здороваются, либо в принципе не здороваются? Да потому что они завидуют, что у вас квартира на солнечной стороне, либо там на несколько сантиметров больше, чем у них, понимаете? Вот какой-то глупости завидуют, понимаете, несусветные глупости, но люди больные, но на больных обижаться нельзя, да? Они и так уже пострадали, они уже болеют. Вот, вы, главное, к сердцу не берите и не навязывайтесь этим людям. Вот, им больно с вами общаться. Они, еще раз говорю, они вас ни на минуточку не забывают, они постоянно о вас говорят. И говорят, как так несправедливо, вот почему у нее там хорошая такая жилплощадь. Может быть, у вас не самая лучшая, идеальная, не шикарная, но тем не менее, вот чему-то завидуют, вот что-то нашли, до чего-то докопались и начали завидовать. И знаете, вот это произошло, когда вы их к себе позвали. Позвали, может быть, на какой-то праздник, либо вот какой-то момент, что люди могли просочиться в вашу квартиру, просочиться, и вот что-то им показалось там замком, дворцом, хоромами, и они начали этому завидовать. Больные. Вот не идет, что это семья больных людей. Просто не обращайте внимания и не старайтесь с ними наладить отношения и подружиться. Ничего не поможет. Это уже клиника. Здесь уже не вылечить. Так, еще... Ну, чей-то родственник, это близкий человек, кровью повязанный. Это сестра, может быть, либо брат. Тут и ревность, и зависть. Ревность, скорее всего, к родителям, либо к вашим достижениям в жизни, да, что вы чего-то добились, либо вы конкретного чего-то добились, вы построили свою жизнь. Конечно, вам было тяжело, ваш родственник об этом знает, но упускает это из виду. Вашему родственнику кажется, что вы там, не знаю, где-то добрую крестную фею нашли, которая вам там все наколдовала, вы там палец о палец не ударили, но все готовенькое получили. Могут ревновать к родителям, да, может казаться, что вот родители там тебя больше любят, а меня меньше. И также зависть идет к тому, чего вы конкретно добились, да, а добились вы многого. У кого-то еще, вот я вижу прям картинку, что женщина сама выживала, тащила на себе детей, мужа и родственников. И ей очень в жизни тяжело пришлось, она себя вот прям создавала, выковывала, да, из металла, тяжести, да, она себя выковала, такая железная леди. И вот прям завидуют. Все про вас зная, вам завидуют. Это очень плохо и очень негативно. К сожалению, тут ни разговоры, ничего не поможет. И пока ваш вот этот родственник свое счастье в жизни не обретет, зависть будет лишь только расти. Вот. Чем чаще этот человек бывает у вас, чем чаще о вас слышит, чем чаще знает, тем больше начинает завидовать. Себя считает неудачником, а вас считает вот таким везунчиком судьбы. Вот, типа, ей повезло. У нас там условия не были одинаковые. Она раньше меня родилась, она быстрее все сделала, да, быстрее успела. Там в таком ключе. В общем, это, конечно, глупо, это неприятно, но это есть, это имеет место быть. К сожалению, пока ваш родственник счастье свое не обретет в жизни, не перестанет завидовать. Вот так мне идет. Только лишь может отвлечься на свое счастье. Дальше, мои хорошие. Здесь очень похоже не на зависть, а знаете, на что? У нас глаз. Опять же, родство чувствуется, но это родство, оно чем-то разбавленное. То есть, допустим, это может быть кто-то там двоюродный, троюродный, это могут быть племянники, племянницы, дядюшки, тетюшки в таком ключе. У человека очень червивый глаз, и человек на самом деле к вам хорошо относится. Но когда вас видит, смотрит на вас, вами восхищается, этот червивый глаз работает, да, на вас смотрит, и у вас потом неприятности, либо вы заболеть можете. То есть вы пообщались с этим человеком, и буквально в тот же день, либо к концу дня себя плохо почувствовали, на следующий день заболели. Могут быть моменты, когда вы там в красивой нарядной одежде, в новенькой одежде, да, приходите на какое-то семейное торжество, этот человек говорит: «О, как ты шикарно выглядишь, какая красивая одежда». И вы обязательно чем-то заляпаете, да, либо там порвется, либо заляпается, испачкается, вот в таком ключе. У человека очень червивый глаз. И с этим человеком, наверное, нужно поработать.
Сам человек от этого не избавится. Это что-то родовое. Возможно, в вашем роду были колдуны и ведьмы, и человеку это передалось. Также может отыграться, что этот человек-вампир просто от своей природы, да, вот поглощает чужую энергию. Свою не вырабатывает, живет на чужую. Идет этот постоянный сглаз. Но здесь как вариант, либо этому человеку нужно лечиться от этого, да, снимать себя, учиться другими путями добывать себе энергетику, либо научиться так сильно не восхищаться тем, что нравится, но либо нужно, возможно, меньше общаться с этим человеком, да, либо в присутствии этого человека максимально прибедняться. Не выглядеть так шикарно, нарядно, но опять же, не факт, что поможет. Да, кому-то не повезло именно с родственниками. Не зависть, это именно с глаз идет. И именно от родственников. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.